Мы, коммунисты, решительно выступаем против данного проекта изменений в основной закон нашей республики. Предлагаемые поправки не укрепляют, а ослабляют суверенные права граждан, ущемляют социальные гарантии трудящихся и подрывают основу народовластия. Во-первых, идет атака на всеобщее образование. Власть, следуя антинародному курсу, готовится лишить наших детей гарантированного Конституцией полного среднего образования. Перевод обязательного образования на уровень 9 классов – это удар по будущему молодежи Якутии. Это шаг назад, направленный на создание массы малообразованных, дешевых рабочих рук для крупного капитала, в первую очередь добывающих компаний. Мы требуем сохранить конституционную норму об обязательном среднем общественном общем образовании. Во-вторых, идет усиление диктатуры центра. Поправки в статьи о полномочиях главы и в РИО четко показывают курс на ликвидацию остатков федерализма. Республику превращают в обычную область. Назначенец из Москвы получает право разгонять наше правительство. Избранный глава становится простым проводником воли Кремля, обязанным организовывать взаимодействие субъектов власти, то есть подчиняться, напрямую подчиняться Москве. Это прямое попрание права народа на самоуправление. Третье. Усиливается направленность на ликвидацию местного самоуправления. Самый опасный удар наносится по основам демократии на местах. Из Конституции выбрасывается целый пласт прав, определяющих жизнь муниципалитетов. Вместо конкретных гарантий расплывчатые формулировки, открывающие путь для полного подчинения местной власти чиновничьему аппарату. И вывод. Данный проект не имеет ничего общего с интересами жителей Республики Саха-Якутия. Он написан под диктовку пятой колонны для окончательного закрепления сырьевого статуса республики, подавления самостоятельности и снижения уровня социальных гарантий. Мы призываем депутатов Илтумена и всех граждан Якутии дать решительный отпор этим антиконституционным, антинародным поправкам.